умничка, умница. Все, совсем не больно. Меньше минуты болючего укола для Алии как не бывало. Следом защиту от полиомиелита получает ее сестра-близняшка Альфия. Прививок девочки не боятся, чего не скажешь об их брате. Для двухлетнего Сулеймана процедура не в радость. Испорченное настроение спасают конфеты и игрушка. Привить своих 5 детей от опасной инфекции решила Жарида Тазиева. Честно рассказывает, было немало тех, кто пытался отговорить ее сделать прививку детям. Добавляли волнение обращения о вреде вакцинации в интернете, но женщина решила не верить слухам. Вакцинацию от опасных инфекций, в том числе от полиомиелита, в Ингушетии должны пройти более 73 тысяч детей. В рамках первого тура в Карабулаке привито свыше 3 тысяч детей от 3 месяцев до 9 лет. Вакцину делают 2 видов – живую и инактивированную, пентаксим. Ее как раз получила и Хадижа Куштова. Ты боялась прививку делать? Страшно было? Сперва да, но потом, когда мне сделали, было не больно. А тебе 1 раз прививку делают? Нет. Ну, как ты думаешь, зачем нужна прививка? Чтобы не болеть. В последнее время мнение насчет вакцинации от полиомиелита у родителей поменялось. Многие спешат защитить детей от коварной инфекции. Регулярные профилактические беседы с населением и дали такой высокий процент желающих пройти вакцинацию, отмечают врачи. Это и подворные обходы, встречи в школах, где медики объясняли последствия инфекции. Так, полиомиелит может привести к поражению головного мозга, нарушению дыхания, деформации конечностей и параличу тела. А при несвоевременном лечении инфекции ведет даже к летальному исходу. Лекарства нет. Пока единственная защита от вируса – своевременная вакцинация ребенка, согласно национальному календарю прививок. Дети подвергаются иммунизации неживой инактивированной вакциной 4 раза, то есть это в 3, 4,5, в 5 месяцев. Потом идет ревакцинация в 18, в 20 и в 6 мы делаем ревакцинацию уже живой, оральной полиомиелитной вакцины. Сейчас, например, очень много детей стерильных, мы их называем так, потому что у них нет вакцины вообще, и мы начинаем их прививать пентаксимом. Неживой вакцины, и это не только полиомиелита, там входит 5 компонентов. Получается, мы и таким образом закрываем и по другим прививкам, это дифтерия, коклюш, столбняк и полиомиелит. При простудных и других инфекционных заболеваниях медики дают временный медотвод. Прививку ставят после полного выздоровления ребенка. А перед вакцинацией идет осмотр маленького пациента. Небольшой подъем температуры, головокружение и естественная реакция организма на прививку, уверяют врачи. Более того, ребенка держат под наблюдением и после прохождения вакцинации. Если у ребенка были за последний период какие-то серьезные заболевания с антибиотикотерапией, советуем родителям сдать общие анализы крови, мочи и биохимический анализ крови. Если какие-то хронические заболевания тоже, так как эти дети стоят на учете, мы их наблюдаем. Поэтому к этому очень тщательно относимся. Ребенка после того, как он ходит домой, мы еще контролируем. А родителям даем рекомендации по приему, например, у детей, которые подвергаются аллергическим проявлениям, это прием антигистаминных препаратов в течение 3 дней. Без согласия родителя прививать ребенка врачу нельзя. Но если не хотите осложнения от инфекции, пройти вакцинопрофилактику все же стоит. Таков совет медиков. Как правило, привитые взрослые и дети гораздо реже болеют, потому что вакцина помогает выработать организму необходимый иммунитет от инфекции. Полиовирус представляет собой по строению не совсем вирус ОРВИ. То есть для работы с ним у организма нет памяти иммунологической, чтобы он знал именно какие иммунные тела нужно в ответ к ним применять. Поэтому мы призываем родителей делать вакцины, и поэтому они делаются этапно в 6 раз, как я ранее уже сказала. Для борьбы необходимы именно эти тела, которые мы прививкой вводим, получается, ребенку. Вся необходимая вакцина, как живая, так и инактивированная, в медучреждениях региона есть. Средства для проведения дополнительной иммунизации от полиомиелита выделены по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова из Национального фонда развития республики. Это более 6 миллионов рублей. Медики уверяют, зафиксированных случаев заболевания от прививки на их участке не было и нет. Всего вакцинации по Карабулаку подлежат порядка 5000 детей. Привить оставшихся планируют в рамках 2-го тура иммунизации. Продлится он до 9 апреля. Дана Плеева, Хамзат Халухаев. Новости 24.